Сэмэдэ хундутунухут. Наверняка каждый из вас слышал такой, говоря современным языком, мем. Кошка-подоконник прыгала, молоко проливала. Конечно, это может показаться забавным, но на самом деле в этом меме заложена достаточно злая ирония по отношению к тем, кто активно использует заимствованные слова. Но давайте сегодня попробуем рассмотреть эту фразу объективно. Итак, друзья, для этого нам понадобится понять, как эта фраза может выглядеть на классическом бурятском языке. Конечно, бурятский язык очень богат, очень вариативен, но, на мой взгляд, близко к классическому будет выглядеть вот такой вариант. Мизге сонхын хулуда хареш гарат хуатхава. Мизге – это кошка, сонхы – это окно, хулуда – это колода, соответственно, сонхын хулуда – это оконная колода или подоконник. Дальше. Харейха – это означает прыгать. Гарха – в данном случае этот глагол использован в его значении взбираться. Соответственно, когда эти два действия соединяются, прыгать и взбираться, получается действие запрыгнуть. Соответственно, харежа гарат – запрыгнув. И получается все вместе кошка, запрыгнув на подоконник. И вторая часть нашего предложения это ху. Ху это молоко, атхаба пролила. Думаю, что такая фраза звучит уже гораздо привычнее для носителя бурятского языка, но здесь есть несколько нюансов. Во-первых, на первый взгляд, эта фраза не содержит заимствованных слов, но мы видим слово хулуда, которое, собственно, и представляет из себя заимствованное слово колода, которое просто переделано под бурятское звучание. Дальше. Слово сонхы. Мы знаем, что у бурят окон не было, поэтому совершенно естественно выглядит то, что вместе с этим понятием к нам пришло его название. Слово сонхы – это слово заимствовано из китайского языка. Не было у бурят и кошек. Именно Чингисхану приписываются слова о том, что зачем кочевнику держать кошек, если они не дают ни мяса, ни молока, ни шерсти. Итак, мизге, соответственно, было заимствовано из тюркских языков. Таким образом, друзья, мы можем условно разделить данное предложение на две части. Вот по этой границе. Эта часть у нас полностью состоит из исконно бурятских слов, а эта часть из заимствованных. Хулуда заимствована из русского языка, сонхын из китайского языка и мизге, соответственно, из тюркских языков. О чем это говорит? Ну, во-первых, о том, что в использовании заимствованных слов само по себе ничего страшного нет. Заимствованные слова до определенной степени обогащают любой язык. Другое дело, что в тех случаях, когда мы имеем собственные слова в отношении каких-то понятий, конечно, желательно использовать слова собственного языка. Ну и во-вторых, друзья, о чем мы можем сделать вывод, что даже человек в совершенстве, владеющий бурятским языком, не сможет сказать фразу «кошка, подоконник» и так далее, используя исконно бурятские слова. Теперь, друзья, какой из этого можно сделать основной вывод? Вообще, дразнить людей, которые активно используют заимствованные слова, это вещь одного порядка с тем, когда люди смеются над русским акцентом. Сегодня меньше четверти бурят говорят на родном языке. И для того, чтобы оставшиеся 75% начали использовать родной язык, их нужно... Тех людей, которые прикладывают к этому состоянию, нужно поддерживать. Вообще, на мой взгляд, нам нужно просто стать терпимее и доброжелательнее по отношению друг к другу, и тогда мы легко решим все наши вопросы и проблемы. Пишите в комментариях свое мнение, подписывайтесь на канал. Дахим улутра, байрте.